Это было время великих свершений и рекордов. Особенно быстро развивалась авиация. В 1926 году французы установили мировой рекорд дальности полета от Парижа до Омска. А еще через 5 лет из Парижа стартовал самолет-гигант Д-33 «Девуатин». Экипаж в составе пилотов Жозефа Лебри, Марселя Доре и механика Рене Мисмона поставил целью долететь до Токио и установить новый мировой рекорд. В районе Сарапула, это было ночью под утро, самолет вошел в облачность. Они взяли курс на юг и оказались в воздушном пространстве нашей республики. К ним пришла еще другая беда. Это неисправность двигателя, по одним данным. По другим рассказам, по воспоминаниям Марселя Доре, услышал был хлопок в районе крыла, и самолет начал терять управляемость. Салиху Низамову в ту пору было 5 лет. Он помнит, как мальчишками они прибежали на место аварии. Он даже принес домой какую-то запчасть от самолета, но родители его отругали и заставили вернуть на место. В деревню приехали сотрудники ОГПУ и тщательно собирали все обломки. Затем разобранный самолет увезли на подводах в Янаул и оттуда на железной дороге в Москву. Тела погибших летчиков с почестями проводили из Уфы в Париж. Ну, это место падения французского самолета я уже знаю 70 лет. Вот это довольно было глубокое. Сейчас вы видите самолет, видимо, врезался с той стороны. Вот так. Сегодня, благодаря стараниям исполнительной дирекции Башкирского отделения Русского географического общества и общественной организации «Альянс Франсез Уфа», этот забытый в истории эпизод стал достоянием общественности. Когда я бывал в Париже, я часто проходил мимо улицы, которые названы именем Лебри и Месмена. Тогда я еще не знал, кто это такие. Когда я стал этим интересоваться, я с удивлением обнаружил, что местом их гибели значится Уфа. Я считаю, что это трагический случай, и память погибших французских летчиков достойна большего внимания. В планах установить на месте крушения в деревне Старый Буртюк памятный знак. В Париже погибшим летчикам поставили памятник и признали национальными героями. Возможно, французская сторона примет активное участие в этом, и Старый Буртюк войдет в анналы мировой истории. Рустам Сираздинов, новости, Краснокамский район.